Белые две сверху. Это пристейдж. Вы подъезжаете медленно. Вторая загорается, после вторая загорается, останавливаетесь. И ждете сигнал светофора. Краткий инструктаж перед гонками. Пилоты корчей и спортивных машин готовятся к первому выходу на прямую. Звучит рев двигателей, нарастает напряжение. И вот старт с визгом шин. Это республиканский турнир по драг-рейсингу. Четвертый и завершающий этап турнира автолюбителей этого года собрал на автодроме Сунджи около 80 гонщиков со всех регионов Кавказа. Представители Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Осетии, Чечни, Дагестана и Ставрополя. Здесь можно встретить участников почти всех гоночных клубов и гаражей Северо-Кавказского федерального округа. Ингушетия, уже полюбившаяся гонщикам, привлекла и новых автолюбителей-энтузиастов. Конкурентов много. Здесь, говорят, асфальт, зацеп хороший. Хотелось посмотреть, как тут тоже поедет машина, поэтому сюда тоже приехал поучаствовать. На открытии республиканского чемпионата впервые участвует электрокар. И это событие стало настоящим прорывом в мире драгрейсинга Ингушетии. Сегодня на трассе развернется захватывающая борьба не только между автоконструкторами, но и между двумя эпохами – двигателей внутреннего сгорания против электромоторов. В дисциплине на электрокарах очень удобно выступать, участвовать. Ну, в общем, это мгновенный отклик машины. То есть там у электро есть ряд преимуществ относительно, перед этим ДВС. Это мгновенная отдача мощности, а здесь очень важна скорость реакции, вот это вот как раз реализация крутящего момента всего. Но поистине настоящие эмоции болельщикам и зрителям дарят звучание суперсильных моторов под капотом каждой гоночной машины. На старте стоят мощные автомобили с ревущими моторами, готовые продемонстрировать всю свою силу и скорость. Они накаляют атмосферу, а зрители, затая дыхание, ждут зрелищного соперничества. Это не просто гонка, это столкновение нескольких сотен, а то и тысяч лошадиных сил под капотом, где каждая секунда имеет значение. Посмотреть на такое событие приехали люди со всего Кавказа. Популярность ингушских гонок привлекла даже таких крупных компаний, как Мотул. Я был на многих гонках по России, в мире, то есть, что могу сказать, вижу очень хорошие заряженные автомобили, так сказать, огонь в глазах у пилотов, и, следовательно, сам формат, это все прям здорово, супер. То есть, огромные молодцы ребята-организаторы. Особенность ингушского чемпионата в том, что вместе с профессиональными пилотами в гонках могут участвовать все желающие. Это позволяет начинающим конструкторам быстро вливаться в культуру автопромышленности. Здесь пилоты обмениваются опытом своих доработок, выявляют ошибки и затем усовершенствуют свои навыки. Многие из них это автомеханики, многие из них инженеры, поэтому доработать автомобиль, чтобы он проехал быстрее на доли секунды, вот это самое главное для них. Поэтому это не только один гонщик, это за каждым гонщиком стоит целая команда механиков, я не знаю, и спонсоров, и партнеров. То есть в одиночку гонки не выигрывают. Возможно, скоро один из наших пилотов снова прославится на международном гоночном турнире России и стран СНГ, как это уже сделал клуб Инк Автоспорт, который установил рекорд России в 2018 году, пройдя квотер за 8,6 секунд на автомобиле, построенном на базе ВАЗ-2107. Этот успех вдохновляет новых гонщиков и подтверждает высокий уровень навыков и инженерных решений в нашей команде. Адам Гулоев, Алисхан Горовожев, Магаз 24.